прежде чем вот начнется, несколько слов хочу сказать, вот, о чем все это будет идти. Ну, обычаи избегания вы все знаете, да? Вот. Вайша Данирунак, Хим Башам. Вот. Но я не об этом буду говорить, естественно. Все это вы без меня знаете, и можно везде почитать. Вот. Я хочу предложить вам определенную версию. Вот. Поэтому, если я буду употреблять какую-то терминологию, вот, я постараюсь сделать так, чтобы было максимально доступно. Но если что-то будет непонятно, естественно, потом в виде вопросов и так далее. И вообще можно было бы как диалог, тогда и вам интереснее, и моя голова будет лучше работать. Вот. Ну что, начинаем, да? Вот. Ну, как я уже сказал, обычаи избегания. Вот обычаи избегания или присутствуют, или прошли через него все народы. Начиная от аборигенов Австралии, ну и заканчивая всеми народами Кавказа. Вот. Через этот обычай или прошли, или еще какие-то остатки этого обычая остаются практически у всех народов. Вот. Но есть одна особенность. Если что-то присуще всем народам, значит, это не особенность этого народа, а это тот механизм, который заложен в чем? В этносе, в самом этносе, в его развитии. Поэтому я попытаюсь вам показать вот тот механизм, который привел к тому, что вот этот обычай избегания, он характерен и для всех народов. Вот. Начнем с того, что любой этнос, как и любая социальная другая группа, она жизнеспособна, особенно этнос, жизнеспособен только тогда, когда может творить определенные типы личностей. Но Кардинер их назвал базовые типы личности. То есть, чтобы в обществе было как можно больше схожих людей, скажем, с одинаковыми ценностями или близкими ценностями, вот, с одинаковым каким-то мировоззрением, взглядом, нормами поведения и так далее, и так далее. И чем больше в этом этнос преуспевает, тем он жизнеспособнее. Что для этого делает этнос или любая другая социальная группа? Вырабатывает определенные механизмы, вот, воздействия на человека. Вот. Ну, я их обычно называю суггестивными механизмами. Суггестия – это внушение. То есть механизмы, которые мне внушают, какой я должен быть. И вот если эти механизмы, они действенные, то есть влияют на меня, меняют мое мировоззрение, мои взгляды, мое поведение, мои какие-то ценности, то значит это общество жизнеспособно. Ее механизмы воздействия на человека, они эффективны. Вот. Если же, но при всем при этом идет развитие общества, одновременно идет развитие и самого человека. Вот развитие человека, если мы посмотрим, то оно проходит определенные этапы. Первое вот, в развитии это когда преобладает сознание «мы». Это коллективистические общества. Вот мы тоже, наш этнос, вот, относится к коллективистическому. То есть у нас преобладает сознание «мы». Что значит сознание «мы»? Это когда у меня даже если есть личные интересы, я всегда ориентируюсь на кого? На общество. Да, конечно, на общество, как они это оценят, хотя это их и не касается совершенно. Но я все равно ориентируюсь на них, потому что мнение социума, мнение этноса, мнение окружения для меня является достаточно важным. Вот. И есть в человеке заложено также стремление к чему? К индивидуализму. Вот. И вот сталкиваются какие-то два момента вот этих. Они заложены в основе этногенеза. С одной стороны, этнос старается нас что сделать? Определенного типа. С другой стороны, у человека появляются определенные потребности выйти за эти рамки.
выйти за эти рамки. Вообще взаимодействие этноса или общества вообще, вот, и личность, они таким образом, по всей видимости, общество, любое общество, оно ставит человека в определенные рамки. Согласны с этим? Вот оно. Если эти рамки соответствуют моему развитию я, вот, то это хорошо, да. Я чувствую там себя комфортно. Вот самые жесткие рамки были в первобытно-общинном строе. Но у человека не было потребности выйти за их рамки, и он чувствовал себя как? Комфортно. Но чем идет дальше развитие, тем эти рамки что делают? Расширяют. Человек их как бы локтями, вот, дайте мне побольше свободы, вот оно. И если эти рамки соответствуют, значит все нормально. Вот. Если же они слишком тесные, человек пытается их что сделать? Вытеснить. Он больше хочет свободы. Вот. А если же они слишком широкие, то есть вот они, вот, то человек уже и общество, они что? Не жизнеспособны. Вот скажем, произошел развал Советского Союза, который держал человека в определенных рамках. Механизмы воздействия на него стали неэффективными. Ну, кто помнит, кто слышал, что творилось в 90-е годы, да? Ведь люди же были те же самые. А посмотришь, как будто ты на другую планету попал. А почему? А суггестивные механизмы не работали. Вот это взаимодействие социума и этого. Вроде бы где здесь обычаи, да, избегания? Вот мы сейчас подходим к очень интересному вопросу о том, что этнос – это не просто группа людей, объединенных, как нам еще Иосиф Виссарионович говорил, вот, общностью языка, общностью территории, общностью экономической жизни и психического склада. Этнос – более интересная, более серьезная организация. Это самоорганизующаяся, саморазвивающаяся система. Это самоорганизующаяся, саморазвивающаяся система, имеющие внутренние, заложенные в самом этносе, механизмы самосохранения и саморазвития. Как только этнос чувствует, что есть какая-то опасность его существованию, этнос включает механизмы чего? Самозащиты. И в нем же заложены механизмы саморазвития. Вот эта идея о том, что этнос, да и любая открытая социальная система – это саморазвивающаяся система, вот, была предложена, скажем, вот в Россию она пришла с именем Пригожина, с работ Пригожина. Вот, это социальная синергетика. И вот в отношении этноса вот, она дает очень интересные моменты. Мы всегда как нас учили, и меня в том числе, и вас, что этнос идет как? От простых форм, да, к более каким? Развитым формам. Вот такое линейное развитие. Поэтому и в науке тоже сейчас, вот скажем, те же самые аборигены Австралии, они какие? Они примитивные народы. Вот. Примитивные народы. Это научный термин, примитивные народы. А скажем, народы Запада, они какие? Развитые народы. И вот получается, что развитие этноса должно идти вот по этому пути. Поэтому вот нет такого понятия, о котором вот мы говорили. А синергетика предполагает другой момент. Она говорит, что нет линейного развития, а на определенных этапах появляются возможные варианты выбора. Вот. Отсюда и что? Многообразие культур, разнообразие культур. И ни одна культура, говорит синергетика, не хуже другой культуры. А мы говорили примитивные культуры, отсталые культуры и так далее. А это развитые передовые культуры. Вот. То же самое связано с этносом. Вот это очень интересный, очень важный момент,
вот в социальной синергетике. Но если мы дальше пойдем вот по пути того, что этнос – это самоорганизующаяся, саморазвивающаяся система, то давайте попробуем найти вот в этом этносе те механизмы, которые лежат в основе чего? Самосохранения. А это механизмы прежде всего связаны с сознанием «мы». Мы – этнос, вот оно. И когда нашему «мы» что-то начинает угрожать, включаются механизмы самозащиты. И вот обычай избегания – это является тем механизмом самозащиты этноса, через который этнос пытался сохранить свою целостность. Вот. Это такая вот краткая предыстория того, чтобы показать, а как же идет, с чем же связано вот этот обычай избегания. Вот посмотрите, обычай избегания, вот, он прежде всего с чем связан? С системой семейного уклада, да? Семейных отношений. Вот. Далее, вопрос вам такой. В традиционном обществе кто занимается воспитанием детей? Женщины. Как? Женщины. Так, еще какие варианты, кроме женщин? Среда. Да. Общество, этнос, племя, род целиком. Понимаете? Вот. И это нужно было для того, чтобы не мама воспитывала так, как хочет он своего сына или свою дочь, а если воспитывает общество в целом, то они воспитывают их всех как? Одинаково. И вот любой ребенок мог остаться где угодно, и никто за него не волновался. Почему? А потому что род или племя было коллективным воспитателем. Он мог остаться там, родители не волновали, знали, что его и накормят, вот, и напоят, и спать уложат, и, главное, не дадут ему что сделать? Что-то сделать неправильно. Все относились к детям, скажем, как к своим. Вот это лежало в основе чего? Формирования определенных типов личности, потому что общество всех воспитывало как? Одинаково. Любой взрослый мог сделать замечание любому младшему. Почему? А он был такой же, как и все, и своему, и другому, и так далее. И вот в этом заключалось один из механизмов, это формирование определенных типов личности. Вы посмотрите, вот после Октябрьской революции, если кто-то знает или помнит, по литературе, к чему стремились большевики, часть большевиков, чтобы не было семей, чтобы не было браков, чтобы дети, которые рождались, их отдавали в коммунистические интернаты. Для чего? Для того, чтобы не дать родителям воспитывать такими, какими они хотят, а воспитывать именно такими, чтобы они выросли, соответственно, тем идеалам, тем ценностям, которые есть. Значит, мы говорим о том, что вначале весь этнос или племя, часть его, было коллективным воспитателем, да? Формирующим тип личности. Семьи уже были, но как только появилась уже семья, сразу же общество почувствовало что? Определенную угрозу. Угрозу чему? К тому, что семья начнет брать на себя определенные функции по формированию детей и так далее. Не зря же у нас говорят, что семья – это кто? Основная ячейка общества. Да? Почему? Потому что она занимается теми вопросами формирования, воспитания и так далее. И это был механизм суггестивный. Как только семья стала появляться, то есть появилась определенная контрсуггестия. То есть то, что не дает социуму что делать? Формировать такой тип. И первые обычаи избегания из этой серии, я буду называть, это такие, они шли в определенной в таком порядке. Первое, это было
обычаи были направлены на то, чтобы сдержать развитие института семьи. Развитие института семьи. Это какие обычаи? Муж с женой не должны выражать свои чувства, по крайней мере, на людях. Муж с женой не должны говорить друг с другом на людях. Муж с женой не должны появляться на людях вместе. Муж с женой не должны по имени называть друг друга и так далее. То есть целая серия обычаев, которые были направлены на что? На то, чтобы сдержать развитие института семьи. То есть это был механизм контрсуггестии, то есть сдержание, контрсуггестии, чтобы сдержать механизм развития института семьи. Ну, семья развивалась. То есть, если они на людях не могут, то когда они уединяются, конечно же, эта семья, все равно развитие семьи как института продолжается. Вот. И постепенно она начинает на себя брать какие функции? Ну, это мой ребенок. Если раньше там бегали все, они были как бы коллективные дети, вы это из истории этнографии знаете, то теперь уже появились не просто коллективные дети, а какие дети? Это мой ребенок. Появилась опасность, опять-таки, что? Что семья будет оказывать влияние на что? На воспитание этого ребенка. На воспитание ребенка. И появляется вторая серия из вот этих вот обычаев избегания. Это которые мешают или создают сложности в чем? Во взаимоотношениях детей и родителей. Это что за обычаи? Что отец не мог брать ребенка на руки, отец не мог с ребенка приласкать, отец с ребенком не мог, там, скажем, вместе где-то быть или ходить и так далее. Вот. Не должны его называть как? И по имени, поэтому у Астина осталось Маденом, да? Вот, то есть вот есть имя, которое ему давали при рождении, а так как она не могла там и так далее, там Маденом и так далее. То есть вторая группа вот из этого обычая избегания, это то, что уже сдерживало вот, или ограничивало возможности семьи оказывать воздействие на что? На ребенка. Дальше идем. Общество развивается. Вот. Опять-таки, если на людях нельзя появляться, если еще что-то и так далее, то опять-таки, когда двери закрываются, и папа, и мама могут заниматься воспитанием детей. И здесь уже появляется третья группа или третья серия вот из этих вот механизмов, вот, которые направлены на то, чтобы все ж таки общество продолжало воздействовать на что? На формирование, влиять на формирование вот, ребенка. И здесь появляется новая группа обычаев, которая получила название аталычество. Слышали, да? Аталычество. Это когда ребенка отдают в чужую семью на воспитание. При этом не просто отдают чужую семью на воспитание, а это как бы социальный заказ. То есть я отдаю своего ребенка, когда он станет подростком, его приводили куда? В общество. И он должен был показать все, чему его научил аталык. То есть он должен был показать, как он там, скажем, горцует, как он там пашет, как он там еще что-то делает и так далее, какие он получил навыки, какими качествами он обладает и так далее. И вот если общество это все видело, то аталык, который приводил его там со всеми, там, лошадь, там, сбруя, там, одежда, все и так далее, вот, то он приходил и был доволен с чем? Вот он выполнил социальный заказ.
То есть уже вот третья группа, когда первая, вторая, они продолжают действовать, но все равно они были не столь действенны, включается вот это уже третья группа, которая вот аталычество, то есть отдать ребенка. Он может сам взять другого ребенка из другого общества, вот, из другого этого, вот, а своего отдать туда. И опять-таки это все направлено на то, что общество бы не потеряло вот эту суггестивную свою функцию, то есть функцию по формированию вот, психологически, вот, как я говорил, типа личности, вот, базового типа личности. Поэтому, если мы будем говорить об обычае избегания, то я вот природа обычая избегания, вот я вам предлагаю вот эту версию. И эта версия определяется тем, что вот, они проявляются механизмами, через которые социум, в данном случае этнос, пытался что сделать? Это механизмы самосохранения этноса. То есть вот посмотрите, когда я действительно впервые вот занимаясь этим, вот все это как бы почувствовал, продумал, то у меня создалось впечатление такое, как будто вот существует некий разум, который управляет этими процессами. То есть вот есть опасность, и включаются они. При этом это не кто-то там осознанно сидит и придумывает, а эти механизмы включаются посредством того, что вот эти механизмы, они механизмы самозащиты и саморазвития этноса. Если будем дальше говорить о том, а как же идет дальнейшее развитие этногенеза, то здесь можно сказать таким образом, что если пользоваться с энергетической терминологией, вот, то это малые флуктуации. Что такое малые флуктуации? То есть это то. Ну хорошо, приведу вам такой пример, чтобы было понятно, что такое малые флуктуации. Вот. Киссинджер сказал таким образом: развал Советского Союза нам обошелся очень дешево. Мы слегка подкармливали диссидентов. Это его слова. Вот диссиденты вот, при советской власти, это были те малые флуктуации, которые есть. Анекдоты, которые мы рассказывали, это тоже те же самые малые флуктуации. Но они разрушили огромную империю. И вот энергетика так и говорит, что все начинается вот с этих малых флуктуаций. Вот. После того, как вот эти малые флуктуации, их становится все больше, они расшатывают систему, когда бы кто мог подумать, даже в страшном сне, да, вот, что Советский Союз, вот эта огромная вот, махина, она так легко развалится. Вот. Оказалось, что эти механизмы, они внутри работали, и общество не нашло что? Механизмы противодействия вот этим вот флуктуациям. Отсюда произошел развал. Ну, как Остин говорит, Машигда Махидура и Халуна. Вот это и есть тот механизм, который заложен. Вот это и есть малые флуктуации. Вот когда общество не находит их, то эти малые флуктуации приводят к состоянию хаоса. Что такое состояние хаоса? Это когда социум или этнос в данном случае не может что сделать? Выполнять ту функцию, вот, которая направлена на что? На формирование определенных типов личности. Если не справляется с этой функцией, вот, то начинается состояние хаоса. То есть общество не может что? Регулировать, воздействовать. Система имеющихся отношений, она устарела, потому что она что делает? Не отвечает моим потребностям и так далее. И начинается состояние хаоса. И вот энергетика говорит о том, что состояние, вот вообще развитие, оно идет всегда через хаос. То есть разрушение старых отношений,
разрушение старых отношений, и на их месте появление новых отношений. Развитие идет только через хаос. Вот это вот, когда общество включает вот эти механизмы, они могут длиться достаточно длительное время. Вот оно. И новые системы отношений не зарождаются. Вот посмотрите, вот скажем, если мы возьмем осетин, то вот эти вот флуктуации, сколько они длились. Но общество всегда включало какие механизмы, о которых я говорил, механизмы самозащиты, самозащиты. И вот это продлилось достаточно длительное время. Вот, скажем, развал Советского Союза, это через хаос произошел. Резкое падение, резкое обесценивание имеющихся отношений и появление новых отношений. Вот почему говорят, что когда наступает состояние хаоса, то новые отношения, они уже, если не зародились, то они или извне приносятся. Вот, скажем, наша сложившаяся сейчас система отношений, оно принесено к нам извне. То есть это имеющиеся капиталистические отношения, мы их что сделали? Приняли. Поэтому и состояние хаоса, оно не так долго продлилось. А вот когда произошел развал первобытно-общинных отношений, вот тогда новых отношений не было. Они вызревали внутри самого общества, внутри самих этносов. И посмотрите, какое длительное время они были в поиске. Вот они. И вот состояние, когда идет хаос, появляется состояние бифуркации. То есть у общества появляются разные возможные пути развития. И вот в зависимости от того, по какому он пойдет, это будет определять его будущее. Что я сегодня хотел до вас донести, это первое, это что этнос это не просто группа людей, а это определенный социум, который имеет внутренние механизмы саморазвития и самосохранения. Знание их дает возможность чего? Прогнозировать возможные пути дальнейшего развития. Это раз. Второе, это что если то или иное явление, оно является общим для всех народов, то это под ним лежит какие-то общие закономерности развития. И вот обычай избегания, о котором мы сегодня говорили, это не особенность того или иного народа. Через него прошли или проходят практически все народы. Значит, это был механизм чего? Вот то, о чем мы говорили. Механизм самозащиты этноса.